Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Важные новости на пороге. О чем вы скоро узнаете и что скоро произойдет. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию и новости. Так, а новости ведь действительно очень интересные. Новости. Я бы даже сказала, горячие новости. Девчоночки, а вы знаете, что у вас есть тайный поклонник? Вот не важно, сколько вам лет, не важно, в каком вы статусе, вы одна, либо вы в браке. У вас есть тайный поклонник. Страстный тайный поклонник. Человек, который на вас, ну просто уже молится. Понимаете, любит вас давно, давно за вами наблюдает. И все, лимит терпения исчерпан. Этот человек к вам проявится. Кому-то мужчина прям придет и все вывалит сразу, так и скажет: я люблю. Я люблю, я хочу, пожалуйста, ответь взаимностью на мои чувства. А у других девочек отыграется, что мужчина будет просто путаться под ногами, пытаться быть рядом, да, любой ценой, навязываться в помощи, просить помощи у вас, предлагать какие-то свои услуги, что-то там будет придумывать. Да. Вот ему, как говорится, все способы хороши, да, лишь бы быть рядом с вами. Вот. И если он все-таки не решится и не скажет, но вы уж точно догадаетесь, что этот человек у вас влюбленный. Кстати, от этого человека очень много идет какой-то доброй энергии. Возможно, действительно будет что-то для вас делать. Возможно, какие-то подарки будут для вас делать. Возможно, даже на какие-то, я не знаю, там, жертвы пойдет ради вас. Вот, это все любовь. Любовь к вам толкает его на такие поступки. Так, и еще важный момент для тех, у кого мужчина загулял. Да, это очень ужасно, но, к сожалению, так иногда бывает. Мужчина мог уйти в запой, мужчина мог уйти в загул. То есть какое-то время его совершенно нигде не было, да, пропал с ваших радаров. В самое ближайшее время кто-то придет, не он придет, кто-то от него придет и будет за него просить. То есть, прям так и будут говорить. Вот он там дурачок, там бес попутал, дай ему там шанс, пожалуйста. Там будут бить на ваши чувства, на вашу человечность, на ваше милосердие. Сами понимаете. Вот прям у кого-то отыграется, что придет его, например, мама, либо сестра, либо бабушка, да, и будут вас просто слезно умолять, чтобы вы дали этому человеку еще один шанс. Сам он не придет, потому что он боится. Он боится вашего горячего характера. Но он вас знает. Он вас знает, на что вы способны. И вот чувство самосохранения не пустит его к вам. Но тем не менее, идет время вашего триумфа на самом деле. Вы будете себя так ощущать. Сначала, конечно, вы будете шокированы, а потом так и скажете: ага, нагулялся, да, вот так вот, сладко тебе там было, теперь домой хочешь вернуться. Девочки, крутите с этой ситуацией, вертите с этой ситуацией, делайте, что хотите, но у вас полный карт-бланш. Именно вы будете решать судьбу и будущее этого человека. От себя я могу сказать, да, я вижу, что вы и сами это понимаете, что без вас этот человек действительно пропадет. Это знает он, это знаете вы, и это знают те, кто придут за него просить. Вот. Что касается его этой ошибки, да, такого его
безалаберного, да, бестолкового и взбалмошного поведения, но может, действительно черт попутал. Может быть, расслабился он чрезмерно, да, вот потянуло его на вот эти все запретные вещи. Но судить, он уже и сам себя осудил, и выше его за это осудят. Поступайте, конечно, как хотите, но я вижу, что если вы этого человека простите, то больше такое не повторится. Вот. То есть, если вы дадите зеленый свет, он сразу же прибежит там, и с цветами, и с подарками, и упадет на колени перед вами, будет просить у вас прощения. Если откажете, то к вам достаточно долго будут ходить вот эти вот засланные казачки и за него просить. Так, дальше. Здесь вышел знак вопроса. Знак вопроса относительно какого-то человека, либо какой-то ситуации. Что-то не дает вам покоя. Вроде как все и неплохо, но есть какое-то предчувствие. Да, интуиция бьет тревогу. Смотрите, мои хорошие. Здесь очень важно вам кого-то расспросить, потому что какой-то человек в полной мере владеет информацией. У вас будет возможность с этим человеком, я не знаю, договориться, встретиться, либо просто обсудить этот вопрос. Не стесняйтесь задавать вопросы. Не надо наводящие, задавайте прямые, вот по факту. Так и говорите. Вот мне не дает покоя то и то. Вот я чувствую, что тут и тут что-то не так. И если вы будете задавать вопросы прямо, то вы будете получать прямые и честные ответы. У вас прекрасный шанс разобраться в ситуации, либо для себя решить, кто этот человек, да, стоит ли ему доверять, либо лучше держаться подальше. Так, идем дальше. Здесь у кого-то отношения не строятся, совсем не строятся. Мужчина тут совсем какой-то, как чужой, наверное, стал, чужой, холодный. Может быть, даже как-то пропадает, куда-то уходит, ничего вам не говорит. Такое поведение абсурдное даже, да, несвойственное, нетипичное ему. Значит, мои хорошие, здесь от какой-то женщины, я так понимаю, что вы либо ее совсем не знаете, либо мало с ней знакомы, пойдет рассказ о том, кто виновник его такого поведения, либо что случилось с ним, что он так себя ведет. Скорее всего, окажется, что это кто-то с его стороны, например, его родители, его семья. Здесь вот как будто бы его чем-то либо шантажируют, либо как-то психологически на него воздействуют. Кто-то очень против вас, против ваших отношений, и желание любой ценой разбить вашу пару. Вот, понимая, в чем проблема, у вас появится целое поле возможностей для того, чтобы действовать в своих интересах и интересах этого мужчины. Потому что он вас любит. Да, может быть, он немножечко слабохарактерный, либо зависимый от своей семьи, от своих родителей. Так иногда бывает. Я не могу сказать, что это прям уж очень плохо. Да? Мы все разные, мы по-разному воспитаны, мы по-разному воспринимаем жизнь. Возможно, вашему человеку просто нужно помочь. Вот. По крайней мере, я вижу, что для вас хотя бы, по крайней мере, эта головная боль пройдет, да? Что происходит с ним. Потому что вы думаете, что он вас разлюбил. На самом деле это не так, абсолютно не так. Он вас любит. От этого его муки. Знаете, как будто бы он перед выбором, да, кого выбрать, любимую женщину, да, либо своих родителей. Это ужасный выбор. Представьте, на минуточку себя поставьте на его место. Вот, поэтому, девочки, вы, я вижу, с головой женщина, я вижу, что вы придумаете, как вам поступить, чтобы и у вас все хорошо было, и чтобы он так сильно не страдал, да, и чтобы эти его близкие люди не имели возможности так на него влиять. Что-то вы вот прям придумаете, разработаете, какой-то прям такой гениальный план. Да. Так что, мои хорошие, здесь все в ваших руках, и вы будете управлять этой ситуацией, зная вот все эти подводные камни, вы
удачненько можете это все пройти, обойти и выплыть из этой ситуации. Так, следующий момент. Момент связан с какой-то дележкой, несправедливой и нечестной. Такое впечатление, что вас пытаются обделить, да, либо вам чего-то не додать. Это может быть где угодно, начиная, например, от распределения каких-то, какой-то помощи, либо зарплаты, либо каких-то бонусов, даже может быть наследство. Что-то где-то распределяется. Там есть люди, которые очень жадные, очень хитрые и, ничего не боятся, да. Нет у них совести, у этих людей. Вот. И они сейчас что-то делят. Не понимают, что они должны вам какой-то кусочек выделить, да, какую-то часть, да, вам принадлежит, да, по закону вам принадлежит. Но они либо не договаривают, либо скрывают, либо умышленно как-то искажают информацию, чтобы вам досталось по минимуму, да, вот желание вас обделить. Вы об этом узнаете, причем узнаете от одного из них. То есть кто-то вот тоже, знаете, как либо проговорится человек, либо там обидится, что его тоже там обделяют, да, и придет и скажет: а вот ты знаешь, нас хотят обделить, да, хотя этот человек тоже там участвовал изначально. У вас как руки развяжутся, вы начнете действовать. Вы знаете, вы не только свое возьмете, вы даже больше возьмете, чем вам положено. И никто не будет с этим спорить. Никто. Потому что они все перед вами виноваты. Да, считайте, что будут пытаться загладить свою вину. Так. Новости о каком-то животном. Это ваше животное. Либо вы переживали за это животное. Может быть, вы кого-то подкармливали. Либо действительно содержали дома, и вот произошел какой-то случай, сейчас вы расстались с этим животным, либо долго не видели это животное. Придут очень хорошие новости, очень хорошие. У кого была потеря животного, скорее всего, найдется ухоженный, чистенький, в хороших руках. Если, например, вы подкармливали, и животное пропало, вы узнаете, что кто-то это животное усыновил, взял себе в дом, любит, ухаживает. Вот, очень порадуетесь вы за это животное. А кто найдет свое, тут счастье. Тут радость. Тут праздник даже какой-то будет. Да, может быть, вы будете отмечать этот прекрасный день. Информацию вы получите от мужчины. Мужчина старше, чем вы, вам это все сообщит, либо покажет, либо расскажет. Так, на пороге нежданный, но очень любимый вами человек. Этого человека вы действительно очень любите. Человек либо в последний момент сообщит, что приезжает, либо, это будет сюрприз. Вы открываете двери, а там он. Это может быть как любимый человек, так и, например, брат, сын, дочь, да, там отец, мама. Вот идет счастье, идут прям такие счастливые слезы. Я вот не пойму, вы то ли долго не виделись, то ли какие-то вот непредвиденные обстоятельства были в вашей разлуке. Но вот прям счастье. Видите, двери открываются, и два человека вот с слезами на глазах, но слезы счастливые. Вот счастье плачет. Очень хорошее событие идет. Как будто бы человек возвращается к вам, в вашу жизнь возвращается. Так. Кто у меня каким-то видом деятельности занимается? То есть вы чем-то занимаетесь, вы что-то делаете, либо сами для себя что-то делаете, либо для кого-то вы что-то делаете. Может быть, вы бизнес какой-то небольшой ведете, может быть, даже и большой. Смотрите, здесь пойдут какие-то сверхрезультаты. Возможно, что-то не получалось, либо результаты, которые у вас были, они не оправдывали ваши ожидания. То есть вы много работали, вы очень старались, вы вкладывались, как говорится, и душой, и сердцем, но по чьей-то вине, либо по чьей-то злой воле, да, результаты ваши были минимальны и как слезы. Результаты как слезы. Вы смотрели на эти результаты, и было больно, неприятно от того, что ваш труд, да, либо вашу деятельность вот как недооценивают.
Ну, прям болька была у вас от этого. Смотрите, здесь идет восстановление баланса. Что-то где-то будет принято, что-то где-то будет пересмотрено. Но это что-то сверху, вверху, законы, правила, организации, да, что-то где-то, вот порядок какой-то наведется, сверху на порядок сходит вниз. Вот. И у вас вместо результата, который положен, у вас будет сверхрезультат. То есть так много всего вы получите, такое прям счастье идет. Счастье. И вот ваша семья, ваши самые близкие люди, но они будут более счастливы, чем вы. Вот за вас, за то, что у вас наконец-таки получилось, за то, что наконец-таки вы по достоинству, да, получаете, по вашим заслугам получаете, действительно по заслугам. Так, а вы будете, конечно, очень рады, но вы будете переживать, что это какой-то кратковременный эффект. Значит, не переживайте, этот эффект действительно кратковременный, но в плюс, а не в минус. То есть вот этот ваш сверхрезультат, он с каждым новым месяцем будет удваиваться, а то и утраиваться. Понимаете, о чем говорю? Вот. Уже минуса никогда не будет. Вы только будете расти и развиваться. Девочки, у мужчина бизнес, да, мужчина бизнесом занимается. Вот это для вашего мужчины тоже предсказание было. Вот мне почему-то кажется, что это дело, работа, бизнес, либо человек вот сам что-то делает, может даже что-то мастерит, либо изготавливает. Очень хорошие результаты. Так, хорошие новости относительно, ну я не знаю, это как экономика, наверное, идет. Цены, экономика, да, может быть, даже оплата чего-то, там, коммунальных услуг. Идут из-за чего-то, из-за какого-то события идут хорошие новости. Я не могу сказать вам более конкретно, но я вижу, что вы либо как какие-то финансовые каникулы получаете, либо какую-то конкретную скидку получаете, да. Может быть, ценник в магазине упадет, снизится. Может быть, коммуналка подешевеет, да, либо вам какие-то бонусы, профиты будут начислены, льготы какие-то начислены. Но я вижу, что вы очень довольны. Нет, ну, конечно, бы хотелось больше, но тем не менее вы довольны тем, что произошло. И это не только для вас, это еще для каких-то вот людей, да, либо общества, в котором вы находитесь. Вот люди вот обсуждают, там, кого-то нахваливают, не знаю, там, правительство нахваливают, либо нахваливают какие-то специальные органы, да, которые там порядок навели в ценах. Вот, хорошее событие. Немножко попозже произойдет, но тем не менее, вот будет что обсудить и с друзьями, и с соседями, и знакомыми, и будет чему действительно порадоваться. Кстати, очень приличная экономия получится на этом. То есть вы сможете даже какие-то средства высвободить, да? Не тратить там все на продукты, либо на оплату счетов, а у вас еще что-то будет сохраняться, и вы сможете это вот откладывать, собирать и какие-то накопления делать. Хороший момент. Таких моментов крайне мало в жизни, но я за вас безумно рада. Это замечательно. Так, еще какое-то идет приглашение. Приглашение либо к неизвестным вам людям, либо в какое-то неизвестное вам место. Вот вы как впервые там окажетесь, да, либо вам предстоит впервые оказаться. С одной стороны, вам очень хочется пойти, с другой стороны, вы не знаете, в чем туда идти, либо как там себя вести, что там вас ждет. Вот, будете как будто бы с собой бороться, пока о чем-то не узнаете. Может быть, в интернете прочитаете, может быть, у кого-то спросите. Вот прям поймете, что вы счастливец, да, счастливая женщина, да, либо счастливый мужчина, что именно вам выпал такой шанс посетить либо этих людей, либо это место. Вот. Ну, какая-то прям и полезная, и удивительная, и новая, и даже что-то в себе для вас положительное несущая ситуация. То есть обязательно вы туда пойдете. Подумайте, голову почешете, что-то вот прям важное узнаете и прям побежите туда. Вот, и не пожалеете. Абсолютно не пожалеете. Так, и еще. Человек с инициалом то ли А, то ли Л. Мне почему-то кажется, что Л.
Но у кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Вам на что-то откроет глаза, на какую-то истину. Сразу хочу сказать, эта истина вам будет, ну, не совсем приятна, да? Ну, не всегда правда она сладкая, да, не всегда она приятная. Более, знаете, как отрезвляющая идет, да, что вы вот прям как, фух, скажете, а и правда, да, так оно и есть. Что-то я там заблуждалась, что-то я вот не замечала. Вот человек вам какие-то тонкости, либо какие-то подробности, либо под другим углом, может быть, да, раскроет на что-то глаза. Вы сначала подумаете, что человек, ну, скажем так, хотел вас расстроить, а потом подумайте и скажете, а нет, а человек ведь хотел помочь, действительно помочь. Вот эта подсказочка мне очень нужна была, да, либо эта правда мне очень нужна была. Да, вы потом с этим человеком часто будете общаться. Именно общаться, либо советы спрашивать, либо обсуждать какие-то особо для вас важные вопросы. Человек очень такой, знаете, трезвомыслящий, человек с аналитическим складом ума, человек делает просто феноменальные умозаключения. Вот. Ну, такой, знаете, умный помощник, очень умный помощник. И вот эти разговоры, встречи, они будут регулярными и очень полезными для вас. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.